Всем привет, меня зовут Семен Кочкин, на меня объявили федеральный розыск. Со мной никто не связывался, никто мне не звонил, не писал, ни следователь, ни полицейский. Поэтому я решил позвонить им сам. В карточке розыска есть номера телефонов. У меня есть телефон главного руководителя центра в Чебоксарах. И, в общем, сейчас мы выясним, за что они меня туда добавили. Алло. Да-да. Ну как там с деньгами? Есть следователь, с которым хочет связаться мой адвокат. Он несколько раз приезжал в Чебоксары, и ему не дают ни ознакомиться, ни узнать, ничего. И он не берет трубки, и я боюсь, что он меня тоже не возьмет. Старший следователь Кузнецов, свяжитесь со мной. Я хочу узнать, что с моим делом. Здравствуйте. Ага, говорите. Да, здравствуйте. Я звоню вам по поводу розыска. Я знаю про преступника, который находится в розыске. Знаю, где он находится. А вы кто? Меня зовут Семен Кочкин. Сейчас, секунду, давайте я сейчас записную книжку возьму. Сейчас я просто не понимаю, о ком речь. Да, конечно, да. Здравствуйте еще раз. Как вас зовут? Меня зовут Семен. Семен. А фамилия ваша? Семен Кочкин. Кочкин Семен Александрович. Звоните по поводу кого? По поводу Кочкина Семен Александрович. Нет, по поводу кого звоните? Вы же сами Кочкин Семен Александрович, правильно? Ну да. А звоните по поводу кого? Ну, по поводу себя получается. Я увидел себя в карточке розыска и вот позвонил. Карточки в розыске. Ну да, вот есть карточка, ну, вот заходите в МВД розыск, набрал свое имя и себя увидел. Вот решил позвонить, узнать. Ага. А когда вас объявляли? Ну, я только сейчас увидел. Нет, вы вообще где-то по преступлению проходили или что? Да вот я нигде не проходил, Вот. Нет, вы то есть не судимы, ничего, да? Несудимый, да. Так, хорошо, ладно, я сейчас посмотрю по нашей базе и, если что, перезвоню к вам, хорошо? А вы можете мне что-то рассказать-то? Ну, я могу рассказать, не видя вас, не видя никого, не знаю вообще ничего. Как я могу рассказать? Я посмотрю сейчас по нашим базам. Если вы реально в розыске находитесь, то я вам скажу, да, вы в розыске. И тогда будем уже разбираться. Если уже вы чисты, то я скажу, ничего такого, вы не в розыске. А вы как бы умудрились напрямую позвонить к нам? Ну, просто по телефону позвонил. Ну, там вот этот номер был указан, я и набрал. Ну, хорошо. Ну, короче, ладно, если что, к вам наберем. Сейчас я посмотрю. Подождите, а вас, смотрите, вот вас... Да, секунду, вот просто, чтобы я зафиксировал. Вот фамилия у вас Александров, а зовут вас... Александр. Александр. Ну, приятно познакомиться, Александр. Семен Александрович, наберу, сейчас посмотрю. Угу. Все, супер. До свидания. Хорошего вам дня. 1 hour later. Прошел 1 час. Я думаю, что товарищ Александров должен был уже выяснить, что случилось, почему я в розыске. Да, и он мне не перезвонил, хоть и мне обещал. Раз он не выполняет свои обещания, то мы ему позвоним сами. Будет обидно, если он теперь никогда не будет брать трубки. Оптер Павлович Волков. Алло, здравствуйте. Здравствуй. Еще раз, как вас зовут? Александр Волков. Оптер Павлович по розыску лиц. Все, я понял, отлично. Я, значит, по адресу звоню. Я вот уже вам звонил, вашему коллеге я попал, Александрову Александру. Вот, он мне обещал перезвонить, но вот что-то не перезванивает. Я зашел на МВД розыск, вбил свою фамилию, имя и себя там обнаружил. Вот хочу понять, за что меня разыскивают. Фамилия, как сказали, у вас была? Фамилия Кочкин моя. Так, сейчас уточним. По базе надо проверить, он Александр просто выехал сейчас срочно. Данные записка на всякий случай, она только свои данные забрал, свои выплатить. Блокнотик у вас тоже. Да, конечно, без проблем. Они у вас все равно там есть. Так, диктовать? Вы пока блокнотик ищете. Понял. У меня просто вот по этой карточке есть вопрос. Там просто, смотрите, во-первых, там нету национальности, написано нет. Что это значит? Можете мне подсказать? Как бы... Сейчас национальность не ставить же. Да там у всех, я начал искосореть, там везде там русский написано, там, не знаю, русский, армянин, грузин. Или они и чуваши мне пишут. Не указывают, никому не указывают, получается. Все россияне сейчас. Все россияне. Окей. Понятно, окей. Ну, то есть, а когда вот мне ждать какую-то обратную связь от вас?
Сейчас, быстренько посмотрим, сейчас, буквально 10 минут, наверное, если что. Да, через 10 минут давайте я вам перезвоню, вы мне там что-то расскажете. Ладно, хорошо. Все, договорились с вами. Мгм. A few moments later. Звоним третий раз им. Блин, ну они, конечно, вот из-за своей открытости пострадали. Алло, здравствуйте. Добрый день. Алло? Они не хотят со мной разговаривать. Ну, кажется, все. Концерт в Вичленджа. Но я вообще с этого номера звонил депутатам Госдумы в какие-то очень давние времена. Может быть, они пометили, типа, во всех этих чатах, что, типа, боты, ну, типа, нежелательный звонок. Вот так вот честного человека добавили в федеральный розыск. А какую фотографию ужасную добавили. И национальность не написали. Особых примет не указали. Отвратительно, ужасно. И при этом даже не хотят говорить, собственно, за что, по какому делу, по какой причине. Не звонят, не пишут, только вот какие-то гадости делают. Следователи, полицейские Чувашской республики, те, кто занимается моим уголовным, административными и, в общем, всеми этими делами, у меня к вам есть серьезное обращение. У меня есть информация, которой у вас нет, судя по вашей карточке. Вот. По национальности я чуваш. Да. Вы можете это занести. В конце концов, обновить вашу картотеку. А если вы хотите знать что-нибудь еще, напишите в комментариях свой вопрос, и я вам на него обязательно отвечу. Всем пока. Спасибо за просмотр. Наша чувашская полиция, видите? Они объявляют в розыск честных людей, но при этом очень вежливые. Ну, не хотят разговаривать больше. Я думал, они просто загуглили. Но они просто написали Семен Кочкин, поиск.